Лекция 5. Пассионарность и ее свойства. Сегодня я хочу поговорить о пассионарности более подробно, для того, чтобы не возникало по этому поводу недоразумений. Потому что я уже 12 лет тому назад опубликовал первые работы по этой теме, и с тех пор, хотя и не встречал прямого сопротивления, но со стороны обывательского мышления возникают всякого рода недоумения, которые требуется разрешить. Первые статьи Льва Гумилева по пассионарной теории этногенеза начали выходить в 1964 году в Вестнике Ленинградского университета, раздел «География». Они составили серию из 14 статей «Ландшафт и этнос», называемых им «Сюита». В 1970 году в журнале «Природа» вышла статья Гумилева «Этногенез и этносфера», после которой в журнале началась критика его теории со стороны советских этнографов, не прекращавшаяся до конца жизни ученого за его спиной. Но открытого диалога с ним никогда не было, и ответить публично своим оппонентам возможности он не имел. Давайте подойдем к изучению этноса с несколько необычной стороны. Космос — это огромное пространство, включающее в себя большое количество рассеянного вещества, которое объединяется в звезды, а звезды — в галактики. Если образно приравнять величину звезды к булавочной головке, то расстояние между звездами будет километр пустого пространства из очень разреженного вещества. Следовательно, если говорить о Вселенной, то мы можем сделать такое заключение. Это пустота, имеющая аномалию в виде малых скоплений материи планет. Если мы изменим вдруг уровень отсчета и возьмем за образец, скажем, просто нашу Землю, пропуская все промежуточные места, то мы можем сказать, что Земля — это кусок камня, геоид, геометрическая фигура, близкая сфероиду и соответствующая истинной фигуре Земли. Он имеет 4 оболочки, из которых 3 состоят из костной материи, из костного вещества. Это литосфера, по которой мы ходим, атмосфера, которой мы дышим, гидросфера, которая проникает через все наши тела, и биосфера, частями которой являемся мы сами. Биосфера — оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой в существенных чертах обусловлены прошлой или современной деятельностью живых организмов. Состоит не только из живого вещества, но и из продуктов его жизнедеятельности за геологическое время: почв, осадочных и метаморфических пород, свободного кислорода воздуха. Основные свойства биосферы были исследованы и описаны Вернадским. Учение о биосфере является фундаментом этнологии, так как законы этногенеза являются частным случаем более общих законов, описывающих движение и энергетику живого вещества. Этнические системы органично входят в состав биосферы, являясь верхними звеньями геобиоценозов. Геобиоценоз, биоценоз данного ареала, законченный комплекс форм, исторический, экологический и физиологический, связанный в одно целое общностью условий существования. То есть биосфера является как бы аномалией от огромной массы костного вещества. Потому что биосфера — это узкая полоска вдоль поверхности Земли, включающая в себя всю биомассу организмов, их трупы и плоды их жизнедеятельности. И все равно это будет очень мало, это, собственно, аномалия. Но аномалия крайне важна, потому что именно из-за биосферы наша планета, в отличие от Луны и других мертвых планет, может поглощать космическую энергию и выделять ее в виде работы путем фотосинтеза. Прекрасно. Если мы возьмем за исходную точку отсчета биосферу, то увидим огромное количество микроорганизмов, вирусов и всякой другой дряни, которые составляют подавляющее большинство, большую часть этой биосферы. Даже если мы отбросим трупы животных и микроорганизмов, то есть почву, даже если мы отбросим свободный кислород воздуха, превратившийся уже в костную материю. Если мы возьмем биомассу всего животного мира, то высшие животные млекопитающие, обладающие каким-то мозгом, они тоже будут аномалией.
их относительно ничтожное количество. И такой же аномалией по отношению ко всему животному миру, существующему и существовавшему в процессе эволюции, является и человек. То есть мы можем подойти к человеку как к аномалии, очень развитой, очень естественной, но аномалии по отношению к другим животным. И тем не менее, эта аномалия имеет геологическое значение, что отметил академик Вернадский, который по последствиям уподобил нашу техносферу геологическому перевороту малого масштаба. Она создает культурный слой, она изменяет рельеф, течение рек, она изменяет, даже сглаживает горы или воздвигает новые горы на месте городов, которые были разрушены. Ведь города с точки зрения геоморфологии, науки о рельефе земной поверхности, мы можем воспринимать как антропогенный рельеф, рельеф, созданный человеком, а разрушенные города как метаморфизированный антропогенный рельеф. То есть человек производит колоссальные изменения на Земле, чем оправдывается изучение рельефа. Возьмем общее количество людей, известных нам в истории, даже отбросив палеолит, и, как мы уже говорили, не учитывая современную эпоху, которая состоит из неоконченных процессов. Возьмем только намеченные нами участки, то есть временной промежуток между XIII-X веками до нашей эры и XVIII веком нашей эры. Более древние периоды не рассматриваем из-за аберрации дальности, а последние 100-150 лет после 1814 года из-за аберрации близости. И мы увидим, что все люди хотят одного – покушать, поесть, полюбить и поспать. И тем не менее пассионарии, которых относительно очень мало, совершают поступки, которые, в общем-то, не оправдываются никакой реальной целью. Хеопсу совершенно незачем было возводить свою пирамиду, для того, чтобы там похоронить свое тело. Сделал он это ради тщеславия. А тщеславие – модус пассионарности. Вот, чтобы обо мне после смерти говорили. И говорят, достиг. Герострат был пассионарий, но никак не мог увековечить свое имя в истории, потому что не было у него никаких для этого данных. Ни административных, как у Хеопса, ни творческих. Так он сжег великолепный храм Артемиды Эфесской. Говорят о нем, о Герострате. Сделал мерзавец это дело. Все ругают, но и не забыли. Достиг. Пассионарность, являющаяся аномалией, то есть отклонением от обычного по отношению к общему развитию человечества и аномалией по отношению к общественной форме движения материи, дает те зигзаги, которые в аспекте этнической истории нас не могут не интересовать. Ибо каждый человек есть не только член общества, носитель паспорта и профбилета, но кроме того, он еще и живой организм. Кроме того, он есть еще и биохимическая лаборатория микрофлоры, которая находится в желудке каждого из нас. Кроме того, он есть еще и тяжелое тело, подверженное гравитации. И пренебрегать тем, чем он связан с природой, нецелесообразно, потому что это всегда дает смещенный результат. Лев Гумилев ввел в учение об этносе системный подход, без которого оно зашло в тупик. Попытки определять этнос через ряд признаков – язык, культура, территориальное единство, общность экономической жизни, самоназвание и так далее – постоянно терпели неудачу. Выявить основной, непременный для всех случаев этнодифференцирующий признак, к которому таким образом свелся бы феномен этноса, оказалось невозможным. Совокупность признаков не определяет ничего, кроме рассматриваемого в данный момент объекта. Гумилев показал, что вынести за скобки можно лишь само признание этническим коллективом своего единства. Мы такие-то, а все прочие другие, не мы. Это отождествление является отражением в сознании людей этноса как объективно существующей целостности и является разновидностью системной связи между объектами, людьми, а не их свойством, признаком. Дальнейшие исследования выявили, что рассматриваемые коллективы, выделяющие сами себя из окружающего мира, всегда обладают общностью поведенческих черт, передаваемых из поколения в поколение с помощью механизма условно-рефлекторной сигнальной наследственности.
Эти черты не случайны, они вырабатываются в процессе адаптации людей в этнической и ландшафтной среде и образуют собой стереотип поведения этноса. Стереотип поведения служит фундаментом этнической традиции, включающей в себя культурные и мировоззренческие устои, формы общежития и хозяйства, имеющие в каждом этносе неповторимые особенности. Чрезвычайно важно для понимания сущности этноса учение Гумилева о пассионарности. Оно дает возможность выявить и объяснить закономерности этногенеза, то есть вскрыть механизм возникновения, развития и распада этносов. Сформулированная Гумилевым концепция этноса существенно отличается от существовавших ранее представлений. Автор данной концепции рассматривает этнос как природную общность, не сводимую ни к каким другим типам объединения людей. Этим он решительно порывает с социологизаторской школой, рассматривавшей этнос как социальное явление, подчиняющееся законам общественного развития. Неверно также отождествление этноса с биологической популяцией. Феномен этноса лежит в поведенческой сфере, хотя с каждым этносом связана популяция, изолированность которой обеспечивается эндогамией. В то же время скрещивание внутри данной популяции регулируется этнической традицией и не является в силу этого полностью свободным. Следующей ступенью в изучении этноса является гипотеза Гумилева об этническом поле. Эта гипотеза не противоречит накопленным наукой фактам и нуждается в дальнейшей проработке. Теперь обратим внимание, какие бывают пассионарии в зависимости от тех целей, к которым они стремятся. Есть мнение, довольно глупое мнение, которое было высказано, как только я опубликовал мою работу, что все пассионарии — это те люди, которые хотят лидерствовать и быть вождями. Так это, товарищи, неверно, скажу я вам. Ньютон был явный пассионарий. Он потратил свою жизнь на решение двух кардинальных научных проблем — создания механики и толкования апокалипсиса. Только это его интересовало, очень интересовало. Жены не завел, богатства не накопил, ничем не интересовался, кроме этого. Жил дома с экономкой и работал. И когда король Англии Карл II сделал его пэром, он, как добросовестный человек, ходил в парламент и высиживал там все заседания. Я бы на его месте этого не делал. Но за все это время он там сказал только 2 слова: «Закройте форточку». Все остальное его не интересовало. Вот вам пример пассионария, который отнюдь не стремился к лидерству, но вместе с этим он вел полемику, он доказывал свою правоту. Он был искренний протестант и враг католиков, то есть у него были все человеческие качества, и пассионарность шла по линии знания, которую мы можем назвать модусом алчности. Латинское «модус» — мера, образ. Скупой рыцарь собирал деньги, а Ньютон собирал знания. Но и тот, и другой были алчными, но не тщеславными. Пэр, от латинского «пар» — равный, звание высшей аристократии в Великобритании и Франции. После написания фундаментального труда «Начало натуральной философии» сын фермера Ньютон был признан первым физиком Европы. А в 1705 году королева Анна пожаловала ему дворянское звание и титул пэра. И наоборот, мы можем найти множество актеров, которые безумно тщеславны, или поэтов, которые готовы ради своей популярности пожертвовать всем, чем угодно. Немного изменяя своему хронологическому принципу, приведу вполне известный пример. Иван Сергеевич Тургенев. Сначала он писал небольшие жеманные рассказы, которые в 1840-х, начале 50-х годов имели большой успех. А потом люди увлеклись общественными темами, и он почувствовал, что интерес к нему слабеет. Он решил овладеть умами молодежи. И бахнул, значит, Рудин, потом «Накануне», потом «Отцы и дети». И пошел. Романы были так себе, но дело не в этом, а дело в том, что у него был как раз модус тщеславия. И он пожертвовал, вообще говоря, даже своими способностями, которые у него были не в ту сторону направлены,
только чтобы добиться большого успеха у молодежи, которая тогда была законодателем вкусов и моды. А потом кончилось для него это печально, как известно. Последнее его письмо, не помню к какому-то его другу, неважно кому, а важно, что он написал, что вот ему все не везет. Денег из имения поступает мало, Виардо ему изменяет, публика его не понимает и не принимает, а она действительно его не приняла после Базарова. И он едет в имение, чтобы навсегда оставить мечту о счастье. Дальше самое важное, под которым, я понимаю, легкое расположение духа, проистекающее из сознания удовлетворительного течения дел. Типичная психология человека тщеславного. Надо, чтобы хвалили. Очень часто думают, что пассионарии, стремясь проявить свою активность, обязательно ввязываются в общественную деятельность. Это бывает, но не всегда, как я показал. А кроме того, в ряде случаев они до такой степени влюбляются в свой идеал, что они жертвуют ради него своей жизнью, что уж совсем нецелесообразно с точки зрения вида. Жанна д'Арк была девушка очень впечатлительная и очень патриотичная. Несмотря на то, что она и по-французски почти не говорила, она решила спасти Францию. И, как известно, она ее спасла. Но также известно, что после того, как она освободила Орлеан и короновала Карла в Реймсе, нормальным образом превратив его из дофина в короля, она попросила, чтобы ее отпустили. Но ее не отпустили, и дальнейшая ее судьба была печальна. Она не стремилась к тому, чтобы занять место при дворе. А отнюдь не пассионарная Агнесса Сорель, любовница короля, дама весьма и весьма, так сказать, пикантная, но ничем себя не проявившая, как пассионарная женщина, она изо всех сил цеплялась за свое место фаворитки короля и интриговала по этому поводу со страшной силой. То есть отсюда мы можем сделать вывод, что лидерство и пассионарность — это понятия, иногда совпадающие, но по большей части нет. Так что же такое пассионарность? И тут надо вернуться к проблеме, в которой меня тоже пытались обвинять. Говорить, что человек не имеет биологической природы, это могут люди, которые настолько одержимы собственной пассионарностью, что ради нее готовы говорить явную чушь, лишь бы выиграть в споре. Даже не в споре, потому что спора-то не происходит, а сказать что-то такое обидное для оппонента. Я думаю, что здесь таких нет, и поэтому этот вопрос для всех ясен и не требует доказательств. Очевидно, что каждый из нас, кроме социальной природы, имеет и совершенно биологическую. Относится ли к ней пассионарность? Здесь речь идет об обвинении Гумилева в так называемом биологизме или в биологическом детерминизме, биологическом направлении в социологии и других общественных науках. Этим термином обозначают тенденцию использовать понятия и принципы биологии для описания и объяснения социальных явлений. Как известно, существуют расы, биологические понятия, которые, в общем-то, нереальны. Они в реальности не существуют, они являются нашим обобщением. Да, вы, конечно, знаете, существуют черные негры, белые европейцы и, как мы называем, желтые азиаты. Но большая часть желтых такая же белая, как и европейцы. Просто у них кожа более матовая. И сколько угодно есть европейцев с матовой кожей. Переходы от белого цвета к черному по всей Африке идут совершенно плавно. В ряде случаев невозможно понять, кто этот человек. Принадлежит ли он к североафриканской расе, которую раньше называли хамиты, а сейчас запретили это понятие. Не знаю почему. То ли он настоящий банту. А, например, сенегальские негры, которые и на банту-то не похожи, они, понимаете, такого темно-красноватого оттенка. Но это как раз не мешало им ни создавать свои государства в средние века на базе покорения совершенно черных банту и совершенно белых туарегов, ни служить во французской армии, где они составляли наиболее боеспособные, стойкие стрелковые части. То есть раса — это способ классификации, а не систематизации, нужный для антропологов и действительно имеющий большое значение. Именно по этим расам антропологам удается найти некоторые закономерности, установить миграции и тому подобные частные вещи, которые к природоведению прямого отношения не имеют. То есть еще одно биологическое понятие — популяция.
Может быть, оно связано с этносом? Отец и основатель русской научной школы популяционной генетики, радиобиологии и радиоэкологии Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский определил популяцию как группу особей одного вида, населяющих один ареал и беспорядочно скрещивающихся. Он исследовал насекомых, всяких бабочек, мух и прочих. И это определение у него совершенно четко работало. Но другого нет. Можем ли мы перенести это определение на человеческие сообщества? Если попробуем, то получится явная чушь. По Тимофееву-Рисовскому две популяции в одном ареале существовать не могут, потому что они сливаются воедино. Вот, например, живут мухи в одной комнате и в другой, и они перелетят одни к другим, и будет уже одна популяция, и никакой борьбы между ними, никакого столкновения не будет. Они будут также беспорядочно скрещиваться. Этносы, как вам известно, сосуществуют между собой веками, даже при скрещивании оставаясь раздельными. Я приведу сейчас пример, самый наглядный. Вот на Волге был народ, камские булгары. Их потомков мы сейчас называем казанскими татарами. С ними издавна связаны все коренные народы Поволжья, в первую очередь нынешние татары. Начиная с VII века булгары, тюркское племя, потеснив и ассимилировав финно-угорские племена, создали на Волге крепкое государство Великий Булгар и контролировали левый степной берег Волги. Но потом они были разбиты иудеями и хазарами и рассеяны по свету. На Балканах они растворились среди славян, оставив память о себе в названии страны – Болгария. С запада по оке пришли славяне, построили города, сначала Муром, потом Нижний Новгород. Постоянно происходили между ними стычки, пока Иван Грозный Казань не захватил. В столкновениях и русские, и татары всегда брали пленных и пленниц. И вот русский воин какую-нибудь пленную татарку, захватив в Муроме, немедленно употреблял у себя в хозяйстве. И та рожала ему Петик, Ваник, Машек. И то же самое какой-нибудь казанский татарин, захватив русскую бабу, немедленно брал ее второй женой, имел от нее детей, там Ахмеда, Мурата, Мухаммеда, Шамиля. И делал их мусульманами. Все было перемешано до предела. Даже когда произошла антропологическая ассимиляция в XIX и в XX веках, одни дети оказывались татарами, а другие русскими. То есть этнос оказался смешан по своей природе и истории. Мусульманская часть этого этноса называется татары, православная — русский. Но по крови они одни и те же, по способу хозяйствования тоже и по культуре близки. И сейчас татары и русские прекрасно сосуществуют в этом регионе. И причем, что самое любопытное, что они между собой не ссорятся. Похоже ли это на те процессы, которые происходят в популяциях? Никому не нужно искать иное определение. Этнос — не популяция. Мы уже неоднократно сказали, что этнос — это не что иное, как та или иная фаза этногенеза и отнюдь не связанная с социальными процессами. Фаза этногенеза, имеющая временные рамки стадия процесса этногенеза, определяемые направлением, скоростью и пределами изменения уровня пассионарного напряжения в этнической системе. Фаза этногенеза характеризуется направлением изменения и уровнем активности этнической системы в целом, миграционной, демографической, хозяйственной, идейно-политической, военной, природопреобразовательной. Господствующими в данной фазе типами пассионариев определенного уровня. Эти уровни колеблются от обычного стремления к благоустройству до жертвенности, а также количеством и ролью субпассионариев. Единым для данной фазы общественным императивом поведения, степенью внутренней сложности системы, характеризуемой пределами и направлением изменения количества подсистем, субэтносов, направлением изменения и уровнем резистентности этнической системы. Кроме того, все фазы этногенеза имеют особые, присущие только им, отличительные признаки. Так, фаза надлома знаменуется расколом единого этнического поля, фаза обскурации – разложением всех общественных структур и так далее.
Еще раз поставим вопрос. Какая же это энергия? И вот тут нужно поговорить о следующем. Всю историю человечества постоянно идет вымирание целых видов и возникновение новых, хотя на наших глазах крупных видов не возникло. Должен быть механизм взаимодействия социального и природного факторов. Вот здесь-то и находится та категория, которую мы назвали этнос. Системная категория, закрытая система, получающая откуда-то первоначальный заряд энергии, негантропийный процесс, который путем нормальной энтропии, обмениваясь ею с окружающей средой, приходит к смерти. Это особая форма существования, которая определяет возможность нашего соприкосновения с природой и воздействия на нее, полезного или вредного, вплоть до уничтожения. Опишем некоторые особенности пассионарности. Есть ли пассионарные свойства у отдельных видов? В большей или меньшей степени. Но у отдельных людей она выявляется проще, потому что, чтобы поставить эксперимент, надо меньше времени на его изучение. Выявляется эта пассионарность при сопоставлении между группами людей. То есть мы можем сказать, что пассионарность, открытая нами, хотя и описана на отдельных персонах, но по существу является фактором этногенеза, который проявляется только при наличии пассионарности всего этноса. Иногда пассионарием оказывается крупный человек, как Александр Македонский. Но он преследует свои пассионарные цели только потому, что его поддерживают его друзья-гетеры. И только потому, что с ним согласен его народ, воины. И только потому, что ему удается набрать единомышленников среди людей ему симпатичных. И только потому, что удается привлечь на свою сторону некоторое количество бывших противников, азиатов. Но как только он умирает, все распадается. Пассионарный человек – Наполеон. Наполеон идеалист, он преследует свои цели, которые из фантастических становятся реальными. Конец его известен – остров Святой Елены. Но удается это ему сделать потому, что он сумел из 20-миллионного французского народа отобрать 26 маршалов, которые стали его помощниками. Те, в свою очередь, отобрали каждый по сотне другой полковников, полковники, лейтенантов. И таким образом эта разветвленная система унесла миллион жизней тогдашней Европы. Но если мы возьмем периоды не столь яркие из истории, например, той же Франции. Когда Франция стала первой европейской державой, победив Тройственный альянс, это в конце 17-го, начале 18 века, во главе ее стоял отнюдь не пассионарный Людовик XIV. Это был банальный француз, самый ординарный, самый средний, но французы его очень чтят и называют «король солнца», потому что он не пассионарный. Они его понимали, он их понимал. Он вел себя как средний француз. Но как же вы тогда скажете, французам удалось провести 4 войны с коалицией европейских держав, освоить Канаду, Луизиану и так далее? А дело в том, что пассионариев тогда было очень много, но они выполняли вот эти мелкие дела. Они были лесопроходцами в Канаде, они прошли насквозь великую реку Миссисипи, они построили Новый Орлеан. Они плавали в Индию, они занимались работорговлей между Америкой и Африкой. Они ходили в походы в Швейцарию и в Испанию, Голландию, завоевали и другие районы, которые были для Франции жизненно необходимыми. Пассионарность – это явление массовое, и только как таковое оно имеет силу. Отдельный пассионарий, стоящий во главе непассионарного скопища людей, бессилен. Его не поймут, от него постараются избавиться, или выгонят, или убьют. Но если масса пассионарна, то можно поставить даже посредственного человека, скажем, или дурака, хотя дурака лучше никогда не ставить, и за него идти побеждать. Пассионарность как характеристика поведения и психики – активность, проявляющаяся в стремлении индивида к цели, часто иллюзорной, и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности ради достижения этой цели. Жертвенность понимается здесь широко, как отказ от удовлетворения ближайших потребностей, иногда жизненно важных, ради доминирующей социальной или идеальной потребности, осознаваемой как цель. При высоких степенях пассионарности
Эта цель представляется индивиду достойной того, чтобы отдать за нее жизнь. В целом, пассионарии характеризуются значительным доминированием социальных, прежде всего потребностей в лидерстве, и идеальных потребностей над биологическими, витальными, хотя последние могут быть ярко выражены. В соотношении потребностей развития и сохранения резко преобладают потребности развития. Пользуясь историко-биографическим методом, Гумилев описал пассионарность как устойчивый, инвариантный для разных эпох и этносов комплекс поведенческих и психологических черт. Если не брать случаи болезней и патологии, все приведенные выше черты пассионариев встречаются в целостной взаимосвязи. Так, жертвенность всегда связана со способностью индивида к сверхнапряжениям, а способность к пассионарной индукции, к влиянию на окружающих, с общей поведенческой активностью. В результате мы можем констатировать, пассионарность как потребность и способность изменять окружающую среду, общественную и природную, является самостоятельным поведенческим и психическим феноменом, требующим объяснения. Пассионарность как энергия – биохимическая энергия живого вещества биосферы, определяющая способность этнических коллективов совершать работу, наблюдаемую историками как их активность – миграционная, природопреобразовательная, военная, экономическая и так далее. Эта активность определяется количеством энергии в системе, пассионарным напряжением, то есть количеством пассионариев различных уровней. Следовательно, пассионарность, описанная как поведенческий феномен, имеет энергетическую природу. Способность индивида совершать целенаправленную работу по изменению окружения, что требует длительного эмоционального, волевого, интеллектуального и зачастую физического напряжения, объясняется повышенным количеством энергии. Последнюю данная особь захватывает, абсорбирует из окружающей среды. Этот вывод есть следствие из закона сохранения энергии, согласно которому энергия, потребная для совершения той или иной работы, не может появляться ниоткуда. При этом закономерно встает вопрос о форме рассматриваемой энергии, механизме ее абсорбции. Ответ на этот вопрос был найден Гумилевым в трудах Вернадского, открывшего и описавшего тот вид энергии, за счет которого живые организмы растут, размножаются и совершают работу всех типов. Вернадский назвал эту энергию биохимической энергией живого вещества. Распределена данная энергия в биосфере неравномерно, что порождает в животном и растительном мире так называемые волны жизни, массовые миграции животных, вроде отмечавшихся Вернадским перемещений гигантских масс саранчи, птиц, грызунов, леммингов и так далее. В человеческих же коллективах, этносах, избыток энергии порождает всплески целенаправленной активности, описанные на историческом материале как пассионарные толчки. Выдвигавшиеся часто против Гумилева обвинения в биологизаторстве неосновательны, так как ученый неоднократно подчеркивал, что человек, в отличие от животного, способен выдавать энергию в виде осмысленных, социально значимых действий. Очень характерный пример в этом отношении. Куликовская битва. Понимаете, в это время Россия была очень маленькая. Южная граница Московского княжества проходила по Оке, северная — по Волге. Тверь была во враждебных отношениях к Москве, Рязань тоже. Смоленск и Вязьму держали литовцы. Вот этот маленький кусочек между Окой и Волгой, примерно от Серпухова до Нижнего Новгорода, это было Московское княжество. Произошел конфликт с татарами. Они в это время уже были мусульмане, уже чужие, и уже довольно нахально себя держали. Но в конце концов можно было отдать дань и не воевать. Но тут очень важно, что всегда упускают, а именно, династия золотоордынских ханов пала, и фактически власть захватил темник Мамай, который никакого отношения к чингизидам не имел.
Он был из ветви киян, а как таковой он в Крыму быстро договорился с генуэзцами и с литовцами о союзе. И дал им право за соответствующую мзду ездить на Русь и там торговать. А генуэзцы, не будь дураки, капиталисты же называются, они сразу потребовали концессий. А на Руси сторонники мира с Мамаем говорили: да в конце концов, пусть торгуют, да отдайте им Крым. В XIII веке монголы, осевшие на Волге и принявшие название татары, были язычниками, так же, как и большинство русских. Хотя русские были уже крещены, но по существу сохраняли все языческие обычаи, а они одинаковы от Балтийского моря до Желтого. А князь Дмитрий Донской, надо сказать, тоже был такой легкомысленный. Из-за его личного неприятия к митрополиту Алексию чуть было не изменилась политическая линия традиции Александра Невского на неприятие союза с латинянами. За легкомыслие князя потом расплатился народ тысячами русских трупов на Куликовом поле. Не будь интриг и этой ссоры, потери в войне были бы меньше, а результат больше. Но тут оказалось, что вокруг князя стоит достаточно большое количество бояр, незаконных потомков хана, а бояр от тюркского вельможа «богатый муж». В гражданской войне в Орде погибли многие, но не все. Уцелевшие спаслись бегством на Русь и стали ядром московских ратей, разгромивших Мамая на Куликовом поле в связи с процессом ее феодализации. Эти бояре, составлявшие и правительство, и думу, и совет, и высшее и среднее командование войск, служивые люди, они сказали: ничего подобного. Если мы поддадимся этим проклятым басурманам и латинянам, которые сейчас наш братский Константинополь измордовали, то же будет и с нами. Нет. В 1204 году, во время 4-го крестового похода, центр православия того времени, Константинополь, был взят и разрушен крестоносцами. И бояре обратились за советом к самому авторитетному человеку, который был в то время, Сергию Радонежскому, монаху Троицкой лавры. Он благословил на войну. 150 тысяч русских людей пошли на берег Днепра и Дона. Вернулось после битвы 30 тысяч человек, 80% потерь. 120 тысяч трупов после победы. Через 2 года Тохтамыш взял Москву, плоды победы как будто бы аннулировались. И тем не менее с этого дня, с Куликовской битвы, пошла русская земля. Вот что сделали пассионарии. А что делал князь, который лидерствовал? Он во время битвы был в цепях пехоты, и потом его нашли под грудой трупов его соратников без единой царапины. А 7 бояр великокняжеского рода были убиты татарами в бою. Повредили ли личные качества князя становлению русской земли? Да, пожалуй, нет. Потому что они не имели решающего значения. Он был не такой уж вредный, слава богу. Ну, другой будет сидеть в Москве, а с ним договориться можно. Решают исход дела активные люди, которые не являются лидерами, а находятся в составе масс. В 1312 году царевич Узбек, захватив престол в Орде, объявил ислам государственной религией, обязательной для всех его кочевых подданных. Монгольские найоны отказались принять веру арабов. Тогда Узбек казнил всех неподчинившихся, в том числе 70 царевичей и чингисидов. После его смерти в 1314 году началась Великая Замятня, процесс смены власти. В период с 1360 по 1380 год сменилось более 20 ханов. Мамай, темник, военачальник тьмы, 10 тысяч воинов, представитель военной аристократии в Золотой Орде. По отцовской линии потомок половецкого хана Акапы из рода Киян, по материнской – темника Мурзы Мамая. Возвысился при хане Бердибеке, женившись на его дочери. Не будучи чингисидом, не мог быть ханом. Ядом и кинжалом пробился к власти. К концу 1370-х годов стал фактически ее правителем, управляя через подставных ханов. Русские летописи называли их Мамаевыми царями. После поражения генуэзцы его убили в 1380 году. Укрепленные торговые центры генуэзских купцов
появились в Северном Причерноморье в XIII-XV веках. Генуэзцы поддерживали союзнические отношения с монголо-татарскими ханами, которые являлись верховными владетелями территорий колоний формально, предоставляя им полное самоуправление. В 1266 году генуэзцы добились от ставленника Золотой Орды в Крыму передачи им во владение Кафы, современная Феодосия, ставшей позже центром их колоний. В 1357 году они захватили Чембала, Балаклаву, в 1365 – Судак. Сергий Радонежский около 1321-1391 годов, основатель и игумен Троицы Сергиева монастыря, расширил на Руси почитание Троицы как символа единства русской земли, идейный вдохновитель объединительной и национально-освободительной политики князя Дмитрия Донского, канонизирован Русской Православной Церковью. Куликовская битва происходила 8 сентября 1380 года на Куликовом поле между реками Доном, Непрядвой и Красивой Мечей в юго-западной части нынешней Тульской области на площади около 10 квадратных километров. Силы сторон: русских около 60 тысяч, орда Мамая около 45 тысяч. Потери русских около 25 тысяч, татар почти все войско. В 1382 году Москва была окружена и после трехдневной осады взята ханом Тохтамышем, правившим в 1378-95 годах в Белой Орде и в 1380-95 годах в Золотой Орде. Вся северо-восточная Русь вновь оказалась под властью татар. И поэтому концепция пассионарности есть концепция коллективной психологии с учетом этноса, то есть этнической психологии. И кроме того, в концепции пассионарности есть еще одно качество, которое чрезвычайно важно, как и этническая психология. Пассионарность заразительна. Она ведет себя как электричество при индуцировании соседнего тела. Это еще Толстой отметил в «Войне и мире», что когда кто-то крикнет «Ура!», то цепь бросается вперед, а когда крикнут «Отрезали!», то все бегут назад. Я воевал, так что я точно могу вам сказать, что во время боя никаких криков не слышно. И тем не менее, наблюдение Толстого совершенно верно. В чем же дело? Очевидно, есть что-то, что влияет на настрой солдат, на их волю к победе. Мы знаем, что есть полководцы очень опытные, очень стратегически подготовленные, но которые совершенно не умеют увлечь солдат в битву. Я беру военную историю, потому что это самая яркая вещь. Там, где человек рискует жизнью, все процессы обостряются до предела, а нам нужно понять крайности для того, чтобы потом вернуться к бытовым ситуациям. Ну, вот был у нас генерал Барклай де Толли, очень толковый, очень храбрый и умный человек, составивший план победы над Наполеоном. Все он умел делать. Единственное, чего не мог, это заставить солдат и офицеров себя любить, за собой идти и слушать себя. Поэтому пришлось заменить его Кутузовым. И Кутузов, взяв план Барклая де Толли и в точности выполнив его, сумел заставить солдат идти и бить французов. Поэтому совершенно правильно у нас перед Казанским собором памятники этим двум полководцам стоят рядом. Они одинаково много вложили в дело спасения России в 1812 году. Но Барклай де Толли вложил свой интеллект, а Кутузов свою пассионарность, которая у него бесспорно была. Он сумел как бы наэлектризовать солдат. Он сумел вдохнуть в них тот самый дух непримиримости к противнику, дух стойкости, который был нужен любой армии. Этим качеством в огромной степени обладал Суворов. Когда Павел I бросил русскую армию в Италию против французов, против лучших французских частей, которыми командовали лучшие французские генералы, Суворов одержал 3 блестящие победы при помощи небольшого русского корпуса вспомогательных австрийских дивизий. Причем одержали победы именно русские, хотя австрийцев никто в то время не мог обвинить ни в трусости, ни в слабой боеспособности,
Это ведь были такие же славяне – хорваты, словаки, чехи, и они воевать могли. Но решающими ударами, которыми были опрокинуты французские гренадеры, руководил Суворов, и сделаны они были русскими. Он вдохнул в своих солдат ту волю к победе, как мы сейчас образно можем сказать, а на нашем языке – пассионарность, которая была у него самого. Вы скажете, а может быть дело не в Суворове, просто русские солдаты были такие хорошие. Здравствуйте, пожалуйста. А Аустерлиц? А Фридланд? А Цюрих, где нам наклеили по 1 число? Здесь перечислены крупнейшие поражения русской армии в ходе различных военных кампаний, из-за того, что идеологи революционной Франции выдвинули идею ее расширения. Россия была втянута в эти войны Англией и Австрией, союзниками по коалициям. Аустерлиц – одно из самых жестоких поражений русской армии в XIX веке, где 2 декабря 1805 года в Моравии русским было нанесено первое за 100 лет поражение. Под Фридландом в июне 1807 года произошло одно из сражений русско-прусско-французской войны, в ходе которого французская армия нанесла поражение русско-прусским войскам. Чтобы избежать продолжения войны, в 1807 году Россия заключила с Францией в Тильзите мирный договор. Сражение под Цюрихом произошло 4-7 июня 1799 года в войне 1798-1802 годов русско-австрийской коалиции против французов. В ходе швейцарской кампании генерал Массена, не дожидаясь подхода Суворова, решил разбить русские армии по частям и внезапным ударом атаковал позиции армии Римского-Корсакова. Около 6000 русских солдат убитыми и ранеными остались в Цюрихе и окрестностях. Римский Корсаков, 1753-1840 годы. Генерал от инфантерии, участник Второй русско-турецкой войны, участник осады крепости Хотин. В 1799 году командовал армией в Швейцарии. После поражения под Цюрихом удалился в деревню. Александр I зачислил его вновь на службу. У Суворова было 30 тысяч, а другая русская армия Римского-Корсакова насчитывала 60 тысяч. Надо сказать, что Корсаков тоже был полководец толковый, но вся армия капитулировала около Цюриха, окруженная французами. Так что дело, очевидно, не в числе. Но почему же австрийцы сражались хуже? Очевидно, потому что русские были Суворову понятны, и он им был понятен, а австрийцам он был непонятен. Это гипотеза, но применим ее дальше. Когда австрийцы потребовали, чтобы Суворов, вместо того, чтобы вторгнуться во Францию и вызвать там восстание роялистов и жерандистов, пошел воевать в Швейцарию, дело было безнадежное, и он там оказался окружен французами. По планам Австрии, русские войска должны были вторгнуться в революционную Францию из Швейцарии, а австрийские войска из Германии. Поэтому Суворов выдвинулся навстречу Корсакову с юга из Италии, чтобы, объединившись, начать поход на Париж. Но так как война в Швейцарии началась с успехов союзников, французы отошли, и фронт между армиями поделил Швейцарию пополам. Массена предупредил соединение Суворова с войсками Корсакова, разбил войска последнего у Цюриха. Затем двинулся на Суворова и окружил его со всех сторон в тесных ущельях, надеясь взять его в плен со всею армией. Суворов протестовал против этого похода, но не мог повлиять на австрийских чиновников военного совета. После победы в битве при Требии Суворов собирался добить французов в районе Генуи и начать вторжение во Францию. Но австрийское руководство предложило ему сначала овладеть оставшимися в Италии крепостями, в которых засели французские гарнизоны. Суворов не скрывал возмущения. Австрийскую политику он назвал вероломной и считал, что ею управляют враги не только России, но и самой Австрии.
Не самого лучшего мнения был Суворов и о других союзниках России в итальянской кампании. Про Англию он говорил, что она только старается поддерживать вражду двух государств против Франции, чтобы не дать ей усилиться. Он полагал, что из-за интриг англичан русская армия была послана в Швейцарию, где ей совершенно нечего было делать. Он прямо обвинил англичан в измене, когда английский флот, блокировавший Геную, пропустил конвой с продовольствием и вооружением к французскому гарнизону. Суворов совершил знаменитый переход через хребет Росшток, направляясь на соединение с Корсаковым по кратчайшей дороге. Решив пробиваться, он собрал военный совет, перед которым очертил всю трудность положения. «Помощи нам ждать не от кого, мы на краю гибели. Теперь одна остается надежда на всемогущего Бога, да на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские, с нами Бог». Его противник Массена потом сказал: «Я отдал бы все свои 20 походов за один швейцарский поход Суворова». По окончании итальянского похода император Павел присвоил Суворову звание генералиссимуса и повелел, чтобы ему отдавались почести подобно особе государя и даже в его присутствии. Пассионарная индукция – изменение настроений и поведения людей в присутствии более пассионарных личностей. Пассионариям удается навязывать окружающим свои поведенческие установки, сообщать им повышенную активность и энтузиазм, которые от природы этим людям не присущи. Они начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны, но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, они обретают свой природный поведенческий и психический облик. Наиболее заметно явление пассионарной индукции во время войн, когда пассионарным полководцам удается вести за собой войска, состоящие в основном из гармоничных людей. Так Наполеону и Суворову в Италии удавалось одерживать блестящие победы, но как только войска оставались без их руководства, успехи сменялись поражениями. Одним полководческим талантом это нельзя объяснить. Во время битвы очень важен эффект личного присутствия пассионария, поднимающего войска в атаку, как Наполеон на Аркольском мосту. Следует заметить, что пассионарная индукция не всегда исходит от полководцев. Часто ее источником являются рядовые, но пассионарные воины. Пассионарная индукция лежит в основе успехов многих знаменитых ораторов, чьи речи потрясали слушателей или приводили их в неистовство. Однако при прочтении текстов этих речей они отнюдь не производят подобного впечатления. В целом же она пронизывает все этнические процессы, будучи основой всех массовых движений людей, инициаторами которых являются пассионарии, увлекающие за собой менее пассионарных людей. Таковы политические движения, крупные миграции, религиозные ереси и так далее. На ряде примеров Гумилев пронаблюдал, что пассионарная индукция гораздо сильнее действует на людей той же этнической принадлежности, что и пассионарии, источники индукции. Все это указывает на тот факт, что она является одним из основных факторов, благодаря которому этнос действует как единое целое. Для объяснения явления пассионарной индукции Гумилевым была предложена гипотеза пассионарного поля. Потеряв в Швейцарии все свои пушки, сохранив только знамена, потеряв четвертую часть своих людей, Суворов вывел остальную армию из окружения и был в Вене отмечен императорскими почестями. В войне против французов это был первый настоящий успех, хотя и при тактике отступающей армии. А ведь Суворов не мог провести ни одного своего начинания среди австрийцев и немцев. Но надо сказать, что и немцы с трудом проводили, как мы видели на примере Барклая де Толли, свои очень умные начинания среди русских. Так с чем же связана индукция пассионарности? Очевидно, с каким-то настроем, который является связующим этнос началом. Почему?
Какая разница между русскими, французами, немцами или еще кем-нибудь? Для нас все одно, потому что мы находимся в своих пределах. Но вот когда те же ленинградцы попадают в обстановку совершенно разноплеменную, разноязычную, полиэтническую, они вдруг чувствуют: ленинградец — это свой. Потому что встречаешься с человеком, а он говорит: «Я из Ленинграда, а я тебя где-то видел, и мне твое лицо знакомо». И у москвичей то же самое. Но, друзья мои, когда мы попадаем в полиэтническую обстановку, как, например, в Германии в 1945 году, где было вот так все намешано. Французы, итальянцы, поляки, какие-то немцы ходили, венгры. Мы великолепно чувствовали свой локоть, что мы все свои. Когда в других местах, в Сибири, мы оказывались в полиэтнических условиях, где были казахи, китайцы, корейцы, украинцы, западные и восточные, и русские. Там бригады старались формировать из своих земляков. И в бараки старались поместить земляков или людей из близких к себе народов. Например, были мусульманские бараки, узбеков туда пускали, казахов, и иногда татар, и очень не хотели пускать поляков и западных украинцев. И наоборот. В 1950 году особым совещанием при МГБ СССР Лев Гумилев был осужден по статьям 58.8, 58.10, часть 1, 58.11 Уголовного кодекса РСФСР сроком на 10 лет. С 1951 по 1956 годы отбывал наказание в лагерях особого назначения Камышлаге, затем в Себлаге Омской области. Работал в Омскстрой МВД СССР на строительстве нефтеперерабатывающего завода. То есть здесь не личные отношения, друзья мои. Этнический момент прослеживается реально. Он наблюдается как феномен. А что же такое пассионарность как феномен? Как известно, Земля получает свою энергию от биосферы, а биосфера абсорбирует гелиевую энергию, энергию Солнца. Зеленые растения за счет фотосинтеза производят энергию каждые сутки. Днем абсорбируют, а ночью отдыхают. Животные поедают растения, идет совершенно обычный жизненный цикл. Это та нулевая система отсчета, о которой я говорил. Есть и другая энергия. Энергия радиораспада элементов, находящихся внутри Земли. Эти элементы находятся в коре в довольно больших количествах, но очень неравномерно. Если жить на урановом месторождении, можно и лучевую болезнь получить, и другие неприятности. А бывают такие условия, при которых человеческие группы адаптируются, приспособляются к условиям повышенной радиации, и тогда создаются совершенно новые этносы, не похожие на свои исходные. Где у нас большие урановые месторождения, всем известно? В Южном Конго. Кто там живет? Негры банту, которые пришли туда совершенно недавно, около 5-8 веков, и древний народ пигмей. Пигмеи маленького роста, довольно хлипкого телосложения. Они не имеют таких качеств, как, например, любовь к искусству. Они не знают прошлого и настоящего дальше, чем будущий день и ночь. Пигмей не знает, сколько ему лет, потому что год для него — это слишком большой срок. Пигмеи, от греческого «люди величиной с кулак», низкорослые обитатели лесов тропической Африки, составляют собой особую подрасу негроидной расы нигрилли. Пигмеи живут в лесах Габона, Камеруна, Центральноафриканской Республики, Заира, Руанды, среди более высокорослых племен и народов негроидной расы, отличаясь от них по своему физическому типу. Общая численность, по данным, составляет от 40 до 200 тысяч человек. Основные занятия – охота и собирательство. Вместе с тем, они очень неглупые, приспособленные к обстановке. Они умеют великолепно ориентироваться в тропическом лесу. Настолько, что банту не могут существовать без них, потому что если какая-нибудь женщина пойдет собирать бананы, она заблудится. Один путешественник описал, как женщина 3 дня ходила по лесу и почти погибала. А тут ей встретился знакомый пигмей и за 10 минут ее вывел. Без пигмеев банту жить нельзя, и пигмеи используют это на всю катушку. Пигмеи умеют то, что не умеет никто, кроме них.
Из лиан строить мосты через широкие реки. Через узкую-то реку перейти можно, а через широкую переплывать вплавь опасно. Поэтому надо построить мост. Материал — одни лианы на одном берегу и на другом. Так вот, пигмеи что делают? Привязывают к пальме на одном берегу лиану, садится парень, раскачивает пальму так, чтобы он долетел до другого берега и схватился там за вторую пальму. Если он промахнется и не схватится, лиана пойдет обратно, и его может ударить о первую пальму. Очень опасное дело. Ну, когда удается протянуть первую лиану, дальше уже идет легче, и они создают великолепный висячий мост. Банту используют эти уникальные способности пигмеев. Один банту знал, что этот пигмей хочет жениться, а женщину надо выкупить. У них не как у нас. За женщину надо платить, за ней надо ухаживать. Женщина — это большое дело. Тогда тот говорит: выкупи себе невесту. Вот тот и сделал мост и получил себе невесту. Вот так вот они реагируют на подземные радиоактивные излучения. Аналогичная история была на Малакке, полуострове в Юго-Восточной Азии, где тоже довольно много урана. Я рассказываю это для того, чтобы вас убедить, потому что то, что я говорю, совсем не банально. Там японцы наступали в 1941 году на Сингапур. Морем они не могли наступать и шли через полуостров Малакку, через непролазные джунгли. Самолеты у японцев были, но аэродромов не было. Поэтому японское командование решило построить аэродром. Собрали местное население, послали какого-то офицера, который по-малайски умел говорить. Он со всеми договорился, сказал, что будет платить хорошо. Только помогите, каждый день будем платить. И все пришли из деревень с ножами. И проработали не за страх, а за совесть целый день. Японцы были страшно довольны и заплатили. На следующий день ни одного человека. Послали офицера этого самого узнать, в чем дело. Староста деревни говорит: так вы же глупо сделали. Вы им заплатили. Пока они не проедят эту свою зарплату, они к вам не придут. Надо было платить, когда они все сделают. Тогда бы все было в порядке. Они не глупые, они не хуже, чем мы. Они просто другие. Они подвергаются излучению другого характера, нежели мы. Малайская операция имела большое значение для достижения одной из основных целей японцев в Юго-Восточной Азии – захвата британской Малайи, богатой стратегическим сырьем. В ее обороне английское командование возлагало большие надежды на крепость Сингапур. Япония планировала захват Сингапура с суши. Малайская операция характеризовалась высадкой японцами крупных морских десантов, завоеванием господства в воздухе и уничтожением флота англичан, а также быстрым развитием наступления сухопутных войск вдоль побережья. Уничтожение большей части английской авиации на земле, захват аэродромов и позволили им закрепить господство в воздухе. Англичане в Малайи капитулировали. Через 2 суток после разгрома американского флота в Пёрл-Харборе на Малакке было уничтожено ядро Восточного флота англичан. Английская колонизация была сменена японской оккупацией. Малайцы, сначала воспринявшие японцев как освободителей, вскоре развернули против них партизанскую войну. А иногда люди сами изолируются от Земли, и тогда поступает нуль излучения. Вот как мы по асфальту ходим и Землю не чувствуем. Я, старый ленинградец, даже петербуржец, помню, как я ходил по булыжнику. Совсем другое ощущение. Ходить неудобно, а здоровье лучше. Такое слово, как гипертония, никто и не слыхал тогда. Лев Николаевич Гумилев родился 1 октября 1912 года в Санкт-Петербурге в родильном приюте императрицы Александры Федоровны на 18-й линии Васильевского острова. Родители, Анна Андреевна Ахматова и Николай Степанович Гумилев, жили в Царском селе, с 1937 года город Пушкин, под Петербургом. И вот третий вид энергии. Это, пожалуй, самый важный, потому что всем ясно, что ни фотосинтез, ни радиооблучение этноса породить не могут. Сделаем перерыв, и я расскажу подробнее. Мы видим, что хтонические воздействия, радиораспад,
ни в коей степени не могут способствовать возникновению пассионарности. При них внутренняя структура людей упрощается, и они становятся очень милыми и совершенно беззащитными, весьма приспособленными к обстановке, но не стремящимися к развитию. К ним можно испытывать симпатию, но они даже не ставят себе никаких целей, не то что не собираются рисковать ради них своей единственной милой жизнью. И кроме того, есть мощное возражение против геологической концепции пассионарности. Ведь мы знаем, там, где имеются большие залежи урановой руды и где идет радиораспад, там этносы не возникают. И наоборот, если бы они возникали именно там, где это есть, или там, где этого наверняка нет, то были бы постоянные очаги этногенезов, образования народов. А этого нет. Ибо этнос — это есть продукт этногенеза, а этногенез — это процесс инициирования пассионарности. Но этносы возникают то там, то тут, где попало. И очаги их возникновения явно не связаны с какими-то отдельными точками на Земле. И поэтому нам придется обратиться к третьему источнику энергии, которую получает наша биосфера и которая была описана Вернадским. Это отдельные пучки энергии, приходящие к нам из межгалактических пространств или, во всяком случае, из межзвездных пространств нашей галактики. Они попадают на Землю иногда, в зависимости от каких-то неизвестных нам космических ситуаций, и, по-видимому, именно они вызывают те микромутации, когда возникает пассионарность как новый феномен. В пользу этой последней точки зрения говорит географическое ландшафтоведение и исследование начал пассионарности, зон пассионарных толчков. Но это особая тема, требующая карт и требующая специального внимания, которую я позволю себе отложить на одну из последующих лекций. Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции и приводящая к возникновению новых этнических систем в затронутых ею регионах. Наблюдается на поверхности Земли в виде полос шириной порядка 200-400 километров и длиной примерно половина окружности планеты, пролегающих под различными углами к меридиану и широте. Вывод о существовании таких микромутаций был сделан Гумилевым на основе выявленной им исторической закономерности, согласно которой новые суперэтносы возникают одновременно и по одной линии, вытянутой по поверхности Земли на многие тысячи километров через любые ландшафтные препятствия. Например, толчок I века нашей эры. Готы, славяне, даки, христиане, иудеи, абиссинцы, аксумиты. Или толчок IV века нашей эры. Арабы, мусульмане, раджпуты, боты, Южный Тибет, средневековые китайцы, корейцы, силла, японцы, Ямато. Очевидно, что на таких гигантских по масштабу и геодезически правильных полосах не могла начинаться одновременно классовая борьба или происходить мгновенное распространение генетического признака из одной точки. Наличие такого препятствия, как Тибет, исключало в VI веке всякое быстрое взаимодействие между людьми. При этом Гумилевым было установлено, что в период непосредственно после пассионарного толчка во всех затронутых им регионах происходил быстрый рост активности новых этнических образований, а также их численности. При этом изменялись стереотипы поведения, возникали новые идеологические и религиозные течения. Единственной гипотезой, объясняющей удивительную синхронность этих явлений в различных частях света, стало учение Гумилева о пассионарных толчках как генетических микромутациях. Закономерно встал вопрос о происхождении мутагенного фактора, порождающего толчки. Из всех предположений после их подробного анализа было выбрано одно – толчки имеют космическое происхождение, излучение из космоса, так как никакими земными причинами не удается объяснить их линейную форму и огромную протяженность на поверхности Земли. Однако следует заметить, что зарождение новых этносов происходит не в каждой точке на линии пассионарного толчка.
Подвергшиеся мутации особи активно передвигаются и начинают образовывать этнические системы только в особо благоприятных регионах. Обычно это бывают места стыка различных ландшафтов, где собираются выделившиеся из окружающих этносов пассионарии. Монотонный же ландшафт связан, как правило, с устойчивой традицией живущего там этноса, который не терпит в своей структуре совершенно чуждых ему по стремлениям и крайне активных пассионариев. Первые после пассионарного толчка поколения этих людей либо гибнут, либо бегут на край ареала этноса, то есть на место стыка с другими этносами и, как правило, с другими ландшафтами, где образуют новые системы. А сейчас мы вернемся к описанию пассионарности и связанных с нею моментов, которые помогают этносу в течение 1 тысячелетия или 1,5 тысячелетия удержаться как целостной единой системе. Если мы воспринимаем пассионарность как возникающий и создающий этнос импульс, то можно спросить, куда же он девается? Его энергия усваивается совершенно естественным образом. Но пока она существует, люди этого единого настроя объединяются по принципу комплементарности. Комплементум — это латинское слово «дополнение» или французское «комплимент» — «привет». Это неосознанная симпатия одних людей к другим и антипатия к третьим, то есть положительная и отрицательная комплементарность. Когда создается первоначальный этнос, то этих активных ребят, сподвижников, о которых я говорил в прошлый раз, подбирают себе просто по принципу симпатий. «Иди к нам, ты нам подходишь». Так отбирали викинги для своих подходов. Они не брали тех, кого считали ненадежными, неподходящими, со сварливым характером, негодным для того, чтобы взять его в ладью, где на каждого человека была максимальная нагрузка и ответственность за собственную жизнь и жизни своих товарищей. Также Ромул и Рем собирали своих ребят, которые потом стали патрициями, превратились в специальную систему. А когда они организовывали бандитские шайки на 7 холмах, то начали терроризировать окрестные народы. Так же поступали первые мусульмане. Они требовали от всех признания веры в единого Бога, но в свои ряды мухаджиров и ансаров, наиболее верных и надежных, они старались зачислить людей, которые подходили друг к другу. Надо сказать, что от этого принципа мусульмане довольно быстро отказались и стали брать всех. И за это заплатили очень дорого, потому что как только в состав мусульман попали лицемерные мусульмане, те, которые говорили «Хай Будде, нам в общем абсолютно безразлично, 1 бог или 4, нам важны выгоды, доходы и деньги», то к власти они и пришли и стали амийядами. Амийяды – династия мусульманских халифов с 661 года. Владела до 750 года всеми областями арабов, достигшими при них высшего процветания и далеко расширившими свои пределы. В 755-1031 годах была ограничена в своей власти пределами Кордовского халифата в Испании. Их возглавил сын врага Мухаммеда, взял власть в свои руки, сказал: «Вера ислама должна соблюдаться, а вино я пью у себя дома, и каждый желающий может выпить, я на это не буду обращать никакого внимания. И молиться, конечно, все обязаны, но если бы пропустил намаз, то я тоже на это не буду обращать внимания. А если ты хапаешь государственную казну, но ты мне симпатичен, то я тоже не буду обращать на это внимания». То есть, как только принцип отбора по комплементарности заменился принципом всеобщности, так система испытала страшный удар и деформировалась. При этом инстинкт комплементарности явно относится к числу биологических, а не социальных, хотя бы потому, что он точно так же проявляется у животных. Каждый знает, что собака или даже кошка относятся к вашим гостям избирательно, к одним хуже, к другим лучше. То есть этот принцип отбора для более или менее тесного общения есть и у животных. На этом принципе основано приручение животных, на этом принципе основаны семейные связи. Но когда мы берем это в исторически больших масштабах, то эти связи вырастают в очень могучий фактор отношений в этнической популяции. В данном случае мы можем сказать популяции, то есть населения данного региона, собственно, пассионарность. Пассионарии, как я сказал, гибнут во время войн в большом количестве. Но, как ни странно,
Этот ущерб постоянно восполняется. Не сразу, а примерно через поколение, потому что молодые пассионарии, прежде чем идти на войну, рассеивают генофонд по популяции. То есть оставят потомство не в одном, а в нескольких местах проживания. Получается большое количество детей, которые, не зная своих отцов, тем не менее имеют этногенетическое сходство с ними, в данном случае признак пассионарности, который передается путем самой обычной половой наследственности. Поэтому после самых жестоких войн, которые приводят к разрушению культуры, губят массу людей, идет резкий процесс восстановления за счет нового поколения, родившегося от погибших отцов, которых дети даже не знали. Вы сами понимаете, что поэтому связывать признак пассионарности с каким-то классом, сословием или другой социальной категорией – это нонсенс. Главный способ его переноса – это незаконные, а именно незаконные, то есть внебрачные связи. Они-то, собственно, и поддерживают систему на довольно высоком уровне пассионарности. И наоборот, в мирное время комплементарность имеет другой знак. Если женщины во время войны ценят героев, а герои такие есть, то в мирное время они ценят положительных, основательных людей, которые способны обеспечить их и потомство. Вспомните хотя бы «Горе от ума». Достойный ее пассионарий Чацкий любит Софью, но она предпочитает субпассионарного Молчалина. Почему? Она же ничего не видит. Она совершенно искренна. Она убеждена, что вот именно этот добросовестный чиновник, который бесспорно сделает себе вполне достойную карьеру, он даст ей спокойную жизнь и обеспечит ее потомство. Это пример очень характерный. В результате в такое время никакого смешения, генетического переноса признака и не надо ожидать. В мирное время будет увеличиваться количество гармоничных и слабопассионарных личностей. Чацкий, Софья, Молчалин – герои комедии Грибоедова «Горе от ума». Принадлежность к родовитому, но оскудевшему дворянству, кровная родственная связь с фамусовской стародворянской Москвой и социальное одиночество там, где достоинство ценится по числу орденов и крепостных. Здесь же ненавистная чиновничья судьба из хлеба, таковы противоречия социального бытия пассионария той поры Чацкого. О нем Гумилев, оправдывая выбор Софьи, говорил так: «Он разбросает свой генофонд по популяции, да тем и кончит». А куда деваться пассионариям? Они будут стремиться найти, так сказать, любовь ответную среди доступных женщин, то есть в совершенно других слоях общества, среди каких-нибудь горничных, трактирщиц, крестьянок. Появляются бастарды. Фактически вот здесь Гумилев показывает на графике изменения пассионарного напряжения этнической системы на эпоху этнического надлома. Появятся создатели государств, поэты, мыслители. Унаследовав энергию отцов, они будут недовольны своим социальным положением и происхождением, и они будут его ломать. Отсюда и происходит постоянная перекачка пассионарности из одного социального слоя в другой. И поэтому считать пассионарность достоянием тех или иных семей, тех или иных фамилий совершенно бессмысленно. Вы знаете, честно вам скажу, еще в молодости, когда я был в школе, я сильно интересовался, а кто такой Аттила, вождь гуннов, замечательный строитель пирамид Рамзес? Аттила сумел Рим обуздать, походы совершил. Зачем? Почему? Ни школьные учителя, ни преподаватели, ни мои коллеги на историческом факультете на этот вопрос ответить не могли. А между прочим, научно-технический прогресс и развитие производительных сил были и там, понятно? Когда этнос, этническая система теряет свою пассионарность, и уровень пассионарности становится ниже какого-то необходимого минимума, система перестает себя защищать. Она теряет свои внутренние связи, и после этого она становится жертвой всех. Или тихо, спокойно переходит в гомеостаз, что тоже всегда бывает малоприятно. Этнический гомеостаз – статическое или персистентное состояние этноса. Состояние этнической системы, при котором ее жизненный цикл повторяется из поколения в поколение без существенных изменений. Система сохраняет равновесие с ландшафтом и всеми подобными, то есть статическими этническими системами,
не проявляя при этом каких-либо форм целенаправленной активности, изменяющей окружение. Все это позволяет судить о крайне низком уровне пассионарного напряжения в системе и принять этот уровень за нулевую точку при построении шкалы пассионарного напряжения. Этнос в состоянии этнического гомеостаза состоит почти целиком из гармоничных людей, достаточно трудолюбивых, чтобы обеспечить всем необходимым себя и свое потомство, но лишенных потребностей и способности что-либо менять в жизни. Пассионарии в статических этносах встречаются в виде исключения и, как правило, эмигрируют, не найдя применения своим силам на родине. Субпассионарии тоже относительно редки. Они лишены способности к полноценной адаптации и трудолюбия, а эти качества жизненно необходимы при этническом гомеостазе. Этнический гомеостаз имеет следующие характерные черты. Каждое новое поколение стремится повторить стереотипы поведения предшествующего, то есть отсутствует проблема отцов и детей. Господствует статическое или циклическое ощущение времени. Границы ареала проживания этноса стабильны, если на них не покушаются соседи. Численность населения стабильна, что обеспечивается ограничением его прироста. Государственные структуры не развиты, господствует авторитет старших по возрасту, формы социальной жизни неизменны. Религия и мировоззрение не развиваются и не изменяются из поколения в поколение, чужие идеи не вызывают интереса. Хозяйство полностью приспособлено к ландшафту, природопреобразовательная деятельность отсутствует. Этнос переходит в этнический гомеостаз после прохождения всех фаз этногенеза и может находиться в этом состоянии неограниченно долго, если только он не станет жертвой агрессии, геноцида, стихийного бедствия или не будет ассимилирован. Примеры статических этносов: аборигены Австралии, современные североамериканские индейцы и отдельные племена в амазонской сельве, коренные народы Крайнего Севера, чукчи, эскимосы, алеуты и другие, пигмеи, Центральная Африка, онгхи, Андаманские острова. Но к чему относится наш феномен? Давайте сделаем полный разворот и посмотрим, на что же это похоже. Материальный ли это момент? Или социальный? Или биологический? Физиология — это, похоже, близко, но что же по существу? Забегая вперед, скажу, что пассионарность — энергетический момент. Толчком размышлениям на эту тему послужило то, что я оказался в тюремной одиночке. Сидеть там, надо сказать, скучно. И чтобы не сойти с ума, я напряженно думал об истории. Времени у меня было очень много. Я понял, что у людей существует особое качество. Я не знал еще, что это такое, и назвал его пассионарностью, стремлением к иллюзорным целям. Она как бы антиинстинкт. Тогда, а это был 1939 год, я еще не мог понять, что это такое. В 50-м году, когда я снова сидел в одиночке в Лефортове, мне из тюремной библиотеки выдали книгу Тимирязева «Жизнь растений». Там была изложена тимирязевская теория фотосинтеза. Гуманитарии таких книг обычно не читают, но в тех условиях я прочел ее всю. Из окна камеры, редкий случай, на каменный пол падал узкий луч солнечного света. Я понял, то, что я нашел и описал для себя в истории, есть проявление флуктуации энергии. Излишняя энергия выходит через деятельность. Итак, я давно знаю, что такое пассионарность, и что в исторических категориях возможно применять работающие пассионарные подходы, и что решаются исторические проблемы с помощью моей концепции с такой же легкостью, как человек, знающий алгебру, решает арифметические задачи. Первую докторскую диссертацию я защитил в 1961 году на тему «Древние тюрки VI-VII веков». Но я не выступал с этой концепцией, потому что я не знал, какая же это форма энергии. Ясно, что не механическая форма, хотя она проявляется в механических передвижениях, миграциях, походах, строительстве зданий. Но это проявление. Сама по себе она не механическая энергия.
И ясно, что это не электрическая энергия. Электричество ведет себя совершенно иначе, и его можно было бы засечь приборами. Совершенно ясно, что и не тепловая. У пассионария не обязательно должна быть температура 48 градусов. Какая же это энергия? И тут у нас вышла замечательная книга. Это посмертная работа Вернадского «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения», где эта нужная мне форма энергии была описана. Вернадский назвал ее геобиохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными через пищу. Она заставляет все живое расширяться путем размножения до возможного предела. Один лепесток ряски, размножаясь в большом озере, может закрыть при благоприятных условиях все озеро и остановиться только там, где есть берега. Одно семечко одуванчика, если не уничтожать его потомство, покроет всю землю. Медленнее всех размножаются слоны. Вернадский в своей книге подсчитал, какое количество времени потребуется для того, чтобы слоны при нормальном темпе размножения заняли всю сушу Земли. Оказалось 735 лет. Совсем немного. Земля существует только за счет того, что эта энергия разнонаправлена, и одна система живет за счет другой, одна погашает другую. Убивая и воскрешая, набухать вселенской душой, в этом воля земли святая, непонятная ей самой. Строка из поэмы Николая Гумилева «Начало», книга 1, «Дракон». Лев Гумилев мог быть знаком с первой частью первой песни «Дракон» еще в 30-е годы, так как впервые она была напечатана в альманахе цеха поэтов. Об остальных частях поэмы сведения отсутствуют. Теперь название этой вселенской души мы знаем. Это биогеохимическая энергия живого вещества биосферы. Название длинное. Для наших целей будем называть ее короче. Пассионарность. Но будем иметь в виду, что пассионарность — это только эффект, который помогает нам эту энергию обнаружить. Биохимическая энергия живого вещества – свободная энергия, абсорбируемая организмами из окружающей среды. За счет этой энергии живые организмы способны производить работу, расти и размножаться, а живое вещество биосферы Земли выступает как активная геологическая сила. Эта энергия есть активная, действенная, меняющая окружающий организм среду и проявляющая давление, напор в окружающей среде, если можно и нужно, разрушая препятствия. Гумилевым было выявлено и описано одно из проявлений этой энергии – повышенная активность и территориальная экспансия человеческих коллективов, этносов в определенные эпохи. Эти всплески активности начинаются в регионах особой линейной конфигурации, зонах пассионарных толчков. Таким образом, предложенный Вернадским энергетический взгляд на биосферные процессы послужил основой для нового понимания истории человечества – пассионарной теории этногенеза Льва Гумилева. А если так, то эта энергия должна вести себя согласно всем энергетическим законам. Прежде всего, она должна отвечать энергетическому эквиваленту, то есть переходить в другие формы энергии, скажем, в механическую и тепловую. Переходит в электрическую. Вероятно, тоже переходит. Это надо исследовать. Где эта энергия содержится, в каких органах человеческого тела. Но это, пожалуй, могут ответить физиологи, которые работают с энцефалографами. Они меряют биотоки. Насколько я знаю, энцефалограф несовершенен только в одном. Он берет слишком большое количество биотоков, и ненужные биотоки пока не удается отсортировать. Он несовершенен. А если он дает все нужное, что нам требуется, то мы сможем измерить ту самую энергию, которая порождает пассионарность. Но для этого нужны знания, которых у меня нет. Индукцией эта энергия обладает, как я вам уже рассказал. Например, можно физиологически наэлектризовать солдат, возбудить их.
Каждый из нас это знает, каждый из вас электризовался. Когда вы идете в филармонию слушать какого-нибудь хорошего музыканта, и когда вы его же слушаете по телевизору, вы чувствуете, что разница большая, хотя звук тот же, и он играет на том же фортепиано. Но там он воздействует на вас непосредственно, а через телевизор опосредованно. Так чем же он, пассионарий, на вас действует? Очевидно, он воздействует полем той самой биохимической энергии, которая не только содержится в нем, не только заставляет его совершать работу, но и имеет еще направленность. Поле это самое я привык, по школьным своим знаниям, которые весьма устарели, трактовать в виде кругов вокруг какого-то определенного предмета. Но дело не в этом. Я не хочу сейчас рисовать. Я хочу только сказать, что поле состоит из таких силовых линий, которые не стоят спокойно. У нас ничто в мире не стоит спокойно, а находится в движении. Это можно сказать без ошибки. Но какого рода движение здесь имеет место? Мы знаем 3 вида движения: поступательное, вращательное и колебательное. Так вот здесь мы видим у этносов вот это самое поле, которое есть вокруг каждого предмета. Вокруг этой указки, вокруг этого дома, вокруг всей нашей земли, вокруг каждого из нас. И это поле можно измерять, можно фиксировать, и уже сейчас есть такие приборы. Только нужно, чтобы кто-то из историков этим занялся. А если так, то тогда мы можем сказать, в чем же различие этносов? В чем различие тех настроев, о которых я говорил в начале лекции? Очевидно, в частоте колебаний поля, то есть в особом характере ритмов различных этнических групп. И когда мы чувствуем своего, это значит, что его ритм попадает с нами в унисон. А когда ритмы в унисон не попадают, нам кажется, что он чужой для нас. Мы это ощущаем, но это не сам феномен, а его проявление. Вот почему этнос есть явление природы. Он есть, он существует. Это не просто ответ, но факт. Это та реальная форма жизни, при которой только и в состоянии существовать вид Homo sapiens. Вне этого он превратится в эндемика, то есть займет какую-нибудь одну котловину на всей Земле, и там только и будет находиться и добывать себе скромную пищу. Эндемик, от греческого «местный». Виды, роды, семейства и другие таксоны растений и животных, ограниченные в своем распространении относительно небольшой областью. А этносы способны адаптироваться в разных ландшафтах, способны приспосабливать к себе окружающую среду, иногда ломая ее, а иногда, наоборот, находясь с ней в контактах, при которых можно взаимно существовать. Вот это и есть качество той энергии живого вещества биосферы, которая проявляется в эффекте пассионарности. Эта энергия дает нам сопричастность всей природе Земли. Мы уже не являемся оторванными от нее, как какой-нибудь росток. Мы уже чувствуем, что не имеем права бороться с природой, а должны в ней жить и быть к ней сопричастны. Вопрос об охране природы, которым я закончу сегодняшнюю лекцию, я уже много сказал, стоит сейчас очень остро. Потому что совсем недавно существовал способ уничтожения природы, подкрепленный своей теорией. Теория очень простая. В мире есть полезные и вредные живые существа. Почти все индейцы Северной Америки жили до прихода европейцев в составе биоценозов. Количество людей в племени определялось количеством оленей. Внесение изменений в законы природы они считали порчей природы. По мнению индейцев, природа находится в зените совершенства, потому что великий дух Гичи-Маниту создал в мире все нужным и равноправным. Природа их кормит, отдает излишек богатств, а этнос диктует своим членам не требовать от нее сверхположенные меры. Можно убить себе в пищу прирост стада копытных, но без ущерба для них. Охота была для племени общественным делом, и любое самовольство жестоко наказывалось. Индейцы Сиу утверждали, что дух земли творит то неделимо, со всем сущим нас связывают узы родства. Эти слова приводятся в книге американца Дугласа «300-летняя война. Хроника экологического бедствия», вышедшей в Москве в 1975 году. Но, увы, история полезна только тем, кто ее выучил. В обратном случае обывательский здравый смысл провозглашает губительную концепцию покорения живой природы.
Американцы, белые, считали, надо взять все полезное и истребить все опасное или могущее стать опасным. Это точка зрения, с которой европейская цивилизация вползла в 20 век и за которую сейчас уже мы с вами отдуваемся. В действительности же правы были индейцы. Все связано цепями биоценоза. Из одного элемента переходит в другой, и нарушение этих биоценозов, даже путем полного истребления вида, наносит непоправимый ущерб биоценозу в целом. И живая система превращается в костное вещество. Так европейцы в Америке убивали вредных хищников, сокращавших поголовье полезных оленей. В результате поголовье оленей, среди которых стали свирепствовать болезни, резко уменьшилось. Кроме того, их безрассудной и бесконтрольной энергией или пассионарностью были уничтожены не только растения и животные, но и индейцы, сумевшие обрести экологическую нишу в биоценозах. Они в большинстве своем погибли, как и братья их меньшие, потому что их отнесли к составной части природы, подлежащей переделке. Мы все помним историю курорта в американских скалистых горах, где было много комаров. Американцы провели опыление ДДТ и уничтожили свыше 80% комаров, но вместе с ними мелких животных, земноводных и так далее. Остались одни комары. Они адаптировались к этим реалиям и стали кусать отдыхающих еще больше. Курорт закрыли. Кто читает фантастику? В одной книге там фигурирует героиня. Так вот, она перестала есть овощи, потому что считала, что это живые существа. Не буду пересказывать всю книгу, но это привело к тому, что существовавшие ранее цепи взаимодействий стали обрываться. Паук не мог поймать муху и так далее. В результате была нарушена взаимная цепь убийств и воскрешений, цепь, благодаря которой существует биосфера Земли. Я кончил. Этнос как явление. Доклад на заседании отделения этнографии 19 мая 1996 года. Этнос как и вид, по определению Аристотеля, это несводимая ни на что другое особенность, делающая предмет тем, что он есть. Именно поэтому этнос не является ни спекулятивной категорией, ни философским обобщением тех или иных черт. Он ощущается нами непосредственно, как свет, тепло, электрический разряд, и, следовательно, должен изучаться как одно из явлений природы, биосферы, а не как гуманитарная концепция, возникающая в мозгу наблюдателя. Для общественного развития наличие этносов является только фоном, правда, необходимым, потому что если нет людей, то нет и закономерностей общественного развития. А люди до сих пор не существовали вне этносов. Это последнее положение может вызывать возражения, потому что рабы в древнем мире или интернациональные авантюристы, космополиты сами затруднялись определить, к какому народу их следует причислить. Для прояснения проблемы следует отметить, что очень редкие этносы, реликтовые племена, существуют изолированно, но там проблема внеэтичного существования отдельных особей не возникает. Их там просто не бывает и быть не может, потому что изгнанник, лишённый поддержки коллектива, обречён на гибель. Сложнее с особями, не помнящими родства, например, с рабами, зачатыми в лупанариях. По происхождению и правовому положению они не были римлянами. Это значит, что они не входили в официальное римское общество. Но поскольку последнее без них не могло существовать, то мы имеем право причислить рабов к римскому этносу, в смысле современном, а не древнеримском, где рабов называли говорящими орудиями. Затем при образовании этносов всегда возникает несколько новых коллективов, образующих более или менее крепкую конструкцию, а в промежутках между отдельными этносами часто обретаются промежуточные особи, но они не выходят за пределы своей системы. Так, в XVI веке кондотьер мог служить Валуа, Габсбургу, Тюдору или Медичи, не становясь ни французом, ни испанцем, ни англичанином, ни тосканцем, и даже не задаваясь вопросом, кто же он по этносу. Но, поступая на службу к турецкому султану, он становился турком, то есть менял этнос.
Это было настолько распространено, что даже существовал специальный термин — «ренегат». Что же менялось в ренегате? Ясно, что ни физиология, ни анатомия, ни генофонд. Менялся стереотип поведения, без него ренегат не мог быть инкорпорирован новым коллективом. В единой системе этносов, например, в романо-германской Европе, называвшейся в XVI веке христианским миром, хотя в него не включались православные народы, стереотип поведения разнился мало, и этой величиной можно было пренебречь. Но в системе, условно именовавшейся мусульманскими народами, он был настолько иным, что переход отмечался специально и был связан с юридическим актом, сменой исповедования веры. Совсем не играло роли то, что, по большей части, ренегат вообще не имел религиозных мнений. Важно было отметить, что он порвал с прошлым и включился в новый коллектив. Иными словами, совершил акт приспособления к новой среде. А пластичность характерна для многих видов животных и описана Лобашовым. Сигнальная наследственность для понимания развития человека и его цивилизации приобретает особое значение, так как ее положение полностью опровергают наличие расовых различий духовных свойств человека. Речь, сигнал сигналов, создает условия для возрастания роли сигнальной или условной наследственности, обеспечивающей преемственность опыта между поколениями на основе физиологического механизма временной связи. Теперь переведем выводы генетика на язык этнолога. Условные связи с действительностью, приобретаемые в онтогенезе, это воспитание ребенка и обучение его тому, чем он будет всю жизнь кормиться и защищаться от врагов. В Полинезии учат плавать, в Сибири ходить на лыжах. В Древней Монголии стрелять из лука и ездить верхом. В Европе грамоте, чтобы человек читал газеты и принимал профилактические меры для избавления себя от неприятностей. Поведение, то есть способность приспособить организм к новым условиям, рассматривается как результат биологического признака — способности к изменчивости. Но последнее не безгранично. И потому мы наблюдаем вымирание новых видов или, в нашем случае, этносов. Появление же новых этносов в данном аспекте означает, что в силу способности к изменчивости изменился стереотип поведения, и значит, возникла новая традиция или сигнальная наследственность. Возникла, иными словами, новая культура, не частностями, а коренным образом отличающаяся от прежней. Тем же самым определяется переход особи из одного этнического коллектива в другой, достаточно далекий, то есть явление ренегатства или инкорпорирование чужака при родовом строе. Отсюда же вытекает, что нет людей вне этноса. Человек может не знать своего происхождения, забыть родной язык, не иметь никаких религиозных или атеистических представлений, но без поведения в коллективе он жить не может. А поскольку именно характером поведения определяется этническая принадлежность, то все люди сопричастны этносфере. Поэтому биологический подход, как и географический, позволяет рассмотреть этнос как явление глобальное, имеющее собственные закономерности становления, то есть появления, видоизменения и исчезновения. Одним из наиболее важных свойств вида Homo sapiens является его приспособленность к различным природным условиям. Однако изучение миграции показывает, что в подавляющем большинстве случаев способность к адаптации весьма ограничена. При миграциях народы стремятся выбрать географические условия ландшафта, как можно более напоминающие родину. Так англичане не заселили ни Индию, ни тропическую Африку, ни Малакку и Саравак, оставаясь там на положении колониальных чиновников, непосредственно не связанных с природой этих стран. Зато они наводнили страны умеренного пояса — Северную Америку, Южную Африку, Австралию и Новую Зеландию. Русские крестьяне расселились по лесостепной полосе Сибири, а казаки — по долинам сибирских рек. Тюрки — по водораздельным степям, арабы осваивали оазисы среди пустынь, эллины — берега Средиземного моря и так далее.
При этом этническая инерция была настолько сильна, что даже меняя ареал, народы сохраняли свойственный им облик. Евреи в Салониках живут эндогамной группой свыше 400 лет после своего изгнания из Испании, но до сих пор, по данным 1918 года, они скорее похожи на арабов, чем на своих соседей греков. Точно так же немцы из Венгрии походят на соплеменников из Германии, а цыгане — на индусов. Отбор изменяет соотношение признаков медленно, а мутации, как известно, редки. Поэтому любая народность находится почти в состоянии равновесия. Но не следует думать, что изменение условий существования не влияет на этносы никогда. Иной раз оно влияет настолько сильно, что образуются новые признаки и создаются новые этнические варианты, более или менее устойчивые. Нам надлежит проследить характер и вариации антропогенного фактора ландшафтообразования с учетом уже отмеченного нами деления человечества на этнические коллективы. Дело не в том, насколько велики изменения, произведенные человеком, и даже не в том, благодетельны они по своим последствиям или губительны, а в том, когда, как и почему они происходят. Земледельческая культура майя в Юкатане была создана в V веке до нашей эры при господстве родового строя, пришла в упадок при зарождении классовых отношений и не была восстановлена при владычестве Испании, несмотря на внесение европейской техники и покровительство крещенным индейцам. Хозяйство Египта в период феодализма медленно, но неуклонно приходило в упадок, а в Европе в то же время и при тех же социальных взаимоотношениях имел место небывалый подъем земледелия и ремесла, не говоря о торговле. В плане нашего исследования это означает, что ландшафт в Египте в это время был стабильным, несмотря на напряженность политической борьбы, а в Европе преображался радикально. Внесение же антропогенных моментов в рельеф Египта в XIX веке, прорытие Суэцкого канала, связано с проникновением туда европейских народов, французов и англичан, а не деятельностью аборигенов-филлахов. В Англии XVIII века по Томасу Мору овцы съели людей при начинающемся капитализме, а в Монголии XIII-XIV веков овцы съели тунгусов-охотников, живших на южных склонах Саян, Хамар-Дабана и на севере Большого Хингана, хотя там даже и феодализм был неразвитым. Монгольские овцы съедали траву и выпивали в мелких источниках воду, служившие пищей и питьем для диких копытных. Число последних уменьшалось, а вместе с тем охотничьи племена лишались привычной пищи, слабели, попадали в зависимость к степнякам-скотоводам и исчезали с этнографической карты Азии. И еще примеры. Азорские острова превращены в голые утесы не испанскими феодалами, которые свирепствовали в Мексике и Нидерландах, а козами. Последних же высадили там астурийцы и баски, у которых еще не исчез родовой строй. Бизонов в Америке уничтожили члены капиталистического общества, а птицу моа в Новой Зеландии — полинезийцы, не знавшие еще классового расслоения. Они же акклиматизировали на своих островах американский картофель, а в России для той же цели понадобилась вся военно-бюрократическая машина императрицы Екатерины II. Отсюда следует, что закономерность лежит в другой области. Поставим вопрос по-иному. Не как влияет на природу человечества, а как влияют на нее разные народы на разных стадиях своего развития. Этим мы вводим господствующее звено, которого до сих пор и не хватало. Тогда возникает новая опасность. Если каждый народ, да еще в каждую эпоху своего существования, влияет на природу по-особому, то обозреть этот калейдоскоп невозможно. Отказавшись от заведомо неверных выводов, мы рискуем лишиться возможности сделать какие бы то ни было обобщения, а следовательно и осмыслить исследуемые явления. Отказавшись от основ этнической классификации, принятой в гуманитарных науках, расовой, общественной, материальной культуры, религии и тому подобное, мы должны выбрать исходный принцип и аспект, лежащие в географической науке.
Таковым может быть явление биоциноза. Биоциноз — образование устойчивое. Формы его составляющие связаны воедино цепью питания, то есть одни виды питаются другими. Цепь питания обычно заканчивается крупным хищником или человеком. Характерной особенностью биоцинозов является постоянная соразмерность между числом особей во всех формах, составляющих комплекс. Например, количество волков на данном участке зависит от количества зайцев и грызунов, а последние лимитируются количеством травы и воды. Соотношение это обычно колеблется в пределах допуска и нарушается редко и ненадолго. Казалось бы, эта картина не имеет отношения к человеку, однако это не всегда так. Есть огромное количество этнических единиц, пусть численно ничтожных, входящих в состав биоцинозов на тех или иных биохорах. По сравнению с этими мелкими народностями или иногда просто племенами, современные и исторически цивилизованные этносы — левиафаны, но их мало, и они, как показывает история, не вечны. Вот на этой основе мы и построили нашу первичную классификацию. Этносы, входящие в биоциноз, вписывающиеся в ландшафт и ограниченные тем самым в своем размножении. Этот способ существования присущ многим видам животных, как бы остановившимся в своем развитии. В зоологии эти виды называются персистентами, и нет никаких оснований не применить этот термин к этносам, застывшим на определенной точке развития. И этносы, интенсивно размножающиеся, расселяющиеся за границы своего биохора и изменяющие свой первичный биоциноз. Второе состояние в аспекте физической географии называется сукцессией. Этносы, составляющие первую группу, консервативны и в отношении к природе, и в ряде других закономерностей. Приведем несколько примеров. Большинство североамериканских индейцев Канады и области прерий жили до прихода европейцев в составе биоцинозов в Северной Америке. Количество людей в племенах определялось количеством оленей и бизонов, и для ограничения естественного прироста нормой общежития были истребительные межплеменные войны. Целью этих войн был не захват территорий, покорение соседей, экспроприация их имущества, политическое преобладание. Нет, цель была только убийство ради убийства. Корни этого порядка уходят в глубокую древность, и биологическое назначение его ясно. Поскольку количество добычи не беспредельно, то важно обеспечить себе и своему потомству фактическую возможность убивать животных, а значит избавиться от соперника. Это не были войны в нашем смысле. Это была внутривидовая борьба, поддерживающая определенный биоциноз. При таком подходе к природе, естественно, не могло быть и речи о внесении в нее каких-либо изменений, которые рассматривались как нежелательная порча природы, находящейся, по мнению индейцев, в зените совершенства. Точно так же вели себя земледельческие племена, так называемые индейцы Пуэбло, с той лишь разницей, что мясо диких зверей у них заменил маис. Они не расширяли своих полей, не пытались использовать речную воду для орошения, не совершенствовали свою технику. Они предпочитали ограничить прирост населения, предоставляя болезням уносить слабых детей и тщательно воспитывая крепких, которые потом гибли в стычках с навахами и апачами. Вот и способ хозяйствования иной, а отношение к природе то же самое. Остается только непонятным, почему навахи не переняли у индейцев Пуэбло навыков земледелия, а те не заимствовали у соседей тактику сокрушительных набегов, хотя выгода от таких заимствований была бы несомненной. Впрочем, двоюродные братья Апахов и Навахов, ацтеки, принадлежащие к той же группе Нагуа, с XII по XIV век переселились на Мексиканское Нагорье и весьма интенсивно изменили его ландшафт и рельеф. Они строили теокалли, вариации рельефа, соорудили акведуки и искусственные озера, техногенная гидрология,
Сеяли маис, табак, помидоры, картофель и много других полезных растений. Флористическая вариация. Разводили кошениль, насекомое, дававшее прекрасный краситель темно-малинового цвета. Фаунистическая вариация. Короче говоря, ацтеки изменяли природу, в то время как апахи и навахи ее охраняли. Можно было бы предположить, что тут решающую роль играл жаркий климат Южной Мексики, хотя он не так уж отличается от климата берегов Рио-Гранде. Однако в самом центре Северной Америки, в долине Огайо, обнаружены грандиозные земляные сооружения, валы, назначение которых было неизвестно самим индейцам. Очевидно, некогда там тоже жил народ, изменявший природу, и климатические условия ему не мешали, как не мешают они американцам англосаксонского происхождения. Наряду с этим отметим, что одно из индийских племен тлинкиты, а также алеуты, практиковали рабовладение и работорговлю в широких размерах. Рабы составляли до трети населения Северо-Западной Америки, и некоторые тлинкитские богачи имели до 30-40 рабов. Рабов систематически продавали и покупали, использовали для грязной работы и жертвоприношений, при похоронах и обряде инициации. Рабыни служили хозяевам наложницами. Но при всем этом тлинкиты были типичным охотничьим племенем, то есть по нашей классификации относились к разряду консервативных статических этносов. Аналогичное положение было в Северной Сибири. Народы угорской, тунгусской и палеоазиатской групп по характеру быта и хозяйства являлись как бы фрагментом ландшафта, завершающей составной частью биоценозов. Точнее сказать, они вписывались в ландшафт. Некоторые исключения составляли якуты, которые при своем продвижении на север принесли с собой навыки скотоводства, привезли лошадей и коров, организовали сенокосы и тем самым внесли изменения в ландшафт и биоценоз долины Лены. Однако эта антропогенная сукцессия повела лишь к образованию нового биоценоза, который затем поддерживался в стабильном состоянии до прихода русских землепроходцев. Совершенно иную картину представляет Евразийская степь. Казалось бы, здесь, где основой жизни было экстенсивное кочевое скотоводство, изменение природы не должно было бы иметь места. А на самом деле степь покрыта курганами, изменившими ее рельеф, стадами домашних животных, которые вытеснили диких копытных, и с самой глубокой древности в степях пусть ненадолго возникали поля проса. Примитивное земледелие практиковали хунны, тюрки и уйгуры. Здесь видно постоянно возникающее стремление к бережному преобразованию природы. Конечно, в количественном отношении, по сравнению с Китаем, Европой, Египтом и Ираном, оно ничтожно. Оно даже принципиально отличается от воздействия на природу земледельческих народов тем, что кочевники пытались улучшить существующий ландшафт, а не преобразовать его коренным образом. Но все-таки мы должны отнести евразийских кочевников к второму разряду нашей классификации, так же, как мы отнесли туда ацтеков, но не тлинкитов. Как бы парадоксально не представлялись на первый взгляд эти выводы, но чтобы получить научный результат исследования, мы должны выдержать наш принцип классификации строго последовательно. Рассмотрение племен и народностей тропического пояса не принесет нам ничего принципиально нового в сравнении с уже известным материалом, и потому целесообразно обратиться к классическим примерам преобразования природы — Египту, Месопотамии и Китаю. Европу мы пока оставим в стороне, потому что нашей задачей является поиск закономерности, а ее можно подметить только на законченных процессах. Согласно исследованиям Брукса, во время Вюрмского оледенения атлантические циклоны проходили через Северную Сахару, Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии. Тогда Сахара представляла собой цветущую степь, пересеченную многоводными реками, полную диких животных — слонов, гиппопотамов, газелей, диких быков, пантер, львов и медведей.
Изображения этих животных, до сих пор украшающие скалы Сахары и даже Аравии, выполнены представителями современного человека вида Homo sapiens. Постепенное усыхание Сахары в конце IV тысячелетия до нашей эры, связанное с перемещением направления циклонов на север, повело к тому, что древние обитатели Сахары обратили внимание на болотистую долину Нила. Там, среди дикорастущих трав по краям долины, произрастали предки пшеницы и ячменя. Неолитические племена освоили земледелие, а в эпоху освоения меди предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме Нила. Процесс закончился объединением Египта под властью фараонов. Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преобразованного ландшафта. Впоследствии он принципиальных изменений не претерпевал, за исключением, конечно, архитектурных сооружений, каналов, плотин, пирамид и храмов, являвшихся с нашей точки зрения антропогенными формами рельефа. Однако изменения меньшего масштаба, например, создание знаменитого Фаюмского оазиса при XII династии, имели место до 21 династии, после чего Египет стал ареной иноземных вторжений. Нубийцы, ливийцы, ассирийцы, персы, македоняне, римляне черпали богатство Египта, а сами египтяне превратились в филлахов, упорно поддерживающих биоценоз, созданный их предками. Сходную картину можно наблюдать в Месопотамии, несмотря на некоторое количество физико-географических отличий. Земли, образовавшиеся из наносов Тигра и Евфрата на окраине Персидского залива, были плодородны. Протоки и лагуны изобиловали рыбой и водяной птицей. Финиковые пальмы росли в диком виде. Но освоение этого первобытного Эдема требовало напряженной работы. Пахотные земли приходилось создавать, отделяя воду от суши. Болото надо было осушать, пустыню орошать, а реки ограждать дамбами. Эти работы были произведены простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Эти люди еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения. Но они видоизменили ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук. Еще более показательна история мелиорации в Китае, о чем нужно сказать подробнее. В третьем тысячелетии до нашей эры территория Китая была мало похожа на то, что она представляет ныне. Девственные леса и болота, питавшиеся реками, разливающимися в половодье, обширные озера, топкие сланцы и только на возвышенных плоскогорьях луга и степи. Буйная растительность одевала весь бассейн реки Фэйхэ. Там поднимались величественные дубы, всюду виднелись группы кипарисов и сосен. В лесах кишели тигры, ирбисы, желтые леопарды, медведи, буйволы и кабаны. Вечно выли шакалы и волки. Но главными врагами людей здесь были реки. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздувались и выходили из берегов. Разлившись, они теряли скорость течения и откладывали наносы, причем в Хуанхэ во время паводка содержится до 46% ила и песка. Примитивным земледельцам приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти себя и свои поля от наводнений. Часть древних насельников Китая отступала от свирепых вод в горы и продолжала заниматься охотой. От них там сейчас и следа не осталось. Другие, 100 черноголовых семейств, пришедшие в Шаньси с запада, бросились на борьбу с рекой. Это были предки китайцев. Им пришлось отказаться от прежней дикой воли и привить себе дисциплину, жесткую организацию и принять деспотические формы правления. Но зато побежденная природа щедро вознаградила их, представив возможности интенсивного размножения и средства для создания оригинальной культуры. Те же, кто отступил от трудностей земляных работ и угрозы водной стихии в горы, стали предками жунов, ди и кянов, тибетцев.
Они довольствовались теми плодами природы, которые она им уделяла добровольно, и поэтому у них не возникало потребности в организации. Род занятий, строй жизни и, наконец, идеологии их были резко отличны от китайских, и с каждым поколением оба народа отдалялись друг от друга. Кончилась эта рознь непримиримой враждой, определившей направление истории раннего Китая и его соседей. Теперь наложим факты антропогенного изменения ландшафта на хронологическую канву. Первый легендарный этап борьбы с природой имел место около 2220 года до нашей эры, когда мифический предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после чего центральная часть Северного Китая превратилась в земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 года до нашей эры, то есть в течение 16 веков. Исторически, это монолитная эпоха древнекитайской культуры, включающая 3 династии — Ся, Шан-Инь и Чжоу, при которых Китай представлял собой конфедерацию многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим по тому времени достижением культуры и иероглифической письменностью. В течение всего этого периода созданный Юем искусственный ландшафт только поддерживался. Но когда с 722 года до нашей эры наступила эпоха весны и осени, условное название эпохи, происходящее от заглавия хроники, в которой она описана, все пошло по-иному. Конфедерации княжеств, представлявшие единое целое под председательством Вана, царя, распалась на 124 самостоятельных государства, которые начали усердно поглощать друг друга. Тогда перешли в контрнаступление и горные жуны, и воды Хуанхэ. В результате плохого содержания дамб в 602 году до нашей эры произошло первое зарегистрированное изменение течения Хуанхэ, и с тех пор основная работа на реке до XVIII века заключалась в поддержании дамб и заделке прорывов. В аспекте, принятом нами, это явление должно рассматриваться как поддержание существующего ландшафта. То есть мы приходим к парадоксальному выводу, что следует зачислить китайцев в тот же разряд этносов, что и алганкинов или эвенков. Однако проверим наш первоначальный вывод. В IV веке до нашей эры железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали делать не только мечи, но и лопаты. Благодаря техническому усовершенствованию в III веке были созданы оросительные системы, из которых наиболее важной была система Вэйбэй, орошавшая 162 тысячи га полей в северном Шэньси. Благодаря этой ирригационной системе провинция Шэньси стала плодоносной и не знающей неурожайных годов. Тогда Цинь Ши Хуанди сделался богатым и могущественным и смог подчинить своей власти прочих князей. Это было знаменитое объединение Китая, закончившееся массовой резнёй побежденных, закабалением уцелевших, построением Великой Стены и истреблением не только ученых, но и всех книг, кроме технической литературы. Под таковыми понимались книги по гаданию, медицине и агрономии, а также и всех читателей исторических и философских трактатов и любителей поэзии. И вот тут мы можем поставить вопрос. Было ли связано целенаправленное изменение ландшафта с грандиозным человекоубийством? Или они просто совпали по времени? Или оба эти явления восходят к одной общей причине? Для решения проблемы проследим историю Китая и историю оросительной сети Вэйбэй дальше. Народное восстание 206 года до нашей эры ликвидировало режим империи Цинь, и при династии Хань столь больших кровопролитий не происходило. Страна обогатела, ибо к прежней житнице в Шаньси на берегах Хуанхэ прибавилась новая, на берегах рек Вэй и Цзин. Но тут сказала свое слово природа. Вода для оросительной сети поступала из реки Цзин, которая была преграждена плотиной. Однако река углубила свое русло и оставила водоприемник на сухом месте. Пришлось прорыть новый канал и построить плотину выше по течению,
И в последующие века это повторялось 10 раз, что потребовало огромного вложения труда. И все-таки в XVII веке система Вэйбэй была фактически заброшена. На протяжении истекших 2000 лет развернулась средняя история Китая, его императорский период. В плане этнологии китайцы этого периода относятся к древним китайцам, как итальянцы к римлянам или французы к галлам. Иными словами, на берегах Хуанхэ создался этнографически новый народ, который мы называем тем же словом, что и старый. Но не надо переносить дефекты нашей терминологии на предмет исследования, тем более что слово «китайцы» — условный термин, появившийся в XII веке вследствие развития караванной торговли. Означал он тогда монголоязычное племя, с которым имели дело итальянские и русские купцы. От этого племени название Китай перешло на их соседей, называвших себя просто жители Средней равнины. Для нашего анализа это важно потому, что общеизвестное слово «Китай» таксономически соответствует таким понятиям, как Европа или Левант, Ближний Восток, а не таким, как Франция или Болгария. Так вот, с эпохи объединения Китая императором Цинь Ши Хуанди до потери Китаем самостоятельности на территории между Хуанхэ и Янцзы возникли, сформировались и потеряли силу два больших этноса, условно именуемые Северокитайский и Южнокитайский. Второй также связан с изменением ландшафта, ибо когда древние китайцы, из коих образовались оба средневековых этноса, широкой струей вливались в долину Янцзы, то они на месте джунглей устроили рисовые поля. Северные же китайцы на месте сухих степей создали орошенные пашни, и до тех пор, пока у них хватало энергии на поддержание оросительной системы, они утверждали себя как самостоятельный народ и отражали, хоть и не всегда удачно, иноземцев. Но в XVII веке ирригация перестала существовать, и в том же веке маньчжуры покорили Китай. Покорению предшествовало грандиозное крестьянское восстание, расшатавшее мощь империи Мин. Но поднять крестьян на жестокую войну можно лишь тогда, когда сельское хозяйство в упадке. Действительно, потеря богатейших северо-западных пашин, занесенных песком после того, как были заилены каналы, ослабила сопротивляемость Китая и превратила империю Мин из агрессора в жертву. Теперь мы можем ответить на поставленные вопросы. Эпохи, в которые земледельческие народы создают искусственные ландшафты, относительно кратковременны. Совпадение их по времени с жестокими войнами не случайно. Но, разумеется, мелиорация земель не является поводом к кровопролитию. Утверждать такое значило бы идти в направлении географического детерминизма дальше самого Монтескье. Однако в обоих параллельно протекающих явлениях есть черточка, которая является общей — способность этнического коллектива производить экстраординарные усилия. На что эти усилия направлены — другое дело. Цель в нашем аспекте не учитывается. Важно лишь, что когда способность к сверхнапряжению слабеет, то созданный ландшафт только поддерживается, а когда эта способность исчезает, восстанавливается этноландшафтное равновесие, то есть биоценоз данного биохора. Это бывает всегда и везде, независимо от масштабов произведенных перемен и от характера деятельности, созидательного или хищнического. А если так, то мы натолкнулись на новое, до сих пор неучтенное явление. Изменение природы — не результат постоянного воздействия народов на нее, а следствие кратковременных состояний в развитии самих народов, то есть процессов творческих, тех же самых, которые являются стимулом этногенеза. Проверим наш вывод на материале Древней Европы. На рубеже II и I тысячелетий до нашей эры Западную Европу захватили и населили воинственные народы, умевшие ковать железо — кельты, латины, ахейцы и другие. Они создали множество мелких земледельческих общин и, обработав девственную почву, видоизменили ландшафт. Почти 1000 лет в Европе не возникало больших государств,
потому что каждое племя умело постоять за себя, и завоевание было делом трудным и невыгодным. Племена скорее давали себя перебить, чем соглашались подчиниться. Достаточно вспомнить, что ни Спарта, ни Афины не могли добиться власти над Элладой, а латинские и самнитские войны Рима проходили более тяжело, чем все последующие завоевания. В первую половину первого тысячелетия до нашей эры парцелярное земледелие с интенсивной обработкой участков было институтом, поддерживавшим созданный культурный ландшафт. В конце этого тысячелетия отношение к природе становится хищническим, и одновременно возникает возможность завоеваний. Принято думать, что Рим покорил Средиземноморье и Западную Европу потому, что он почему-то усилился. Но ведь тот же результат должен получиться и в том случае, если бы сила Рима осталась прежней, а народы вокруг него ослабели. Да, так оно и было. А параллельно с экспансией Рима шло превращение полей сначала в пастбище, потом в пустыри, и, наконец, к V-VI векам восстановились естественные ландшафты, леса и заросли кустарников. Тогда сократилась численность населения, и Римская империя пришла в упадок. Весь цикл преобразования ландшафта и этногенеза от сложения этносов до полной их нивеляции занял около 1500 лет. Новый подъем деятельности человека и одновременно образование средневековых наций произошел в IX-X веках и до сих пор не закончен. Возможно, что для объяснения особенностей этого периода следует внести дополнительные коррективы в связи с небывалым развитием науки. Но этот вопрос следует изучить особо, ибо сейчас нас интересуют правила, а не исключения из него. А теперь вернемся к индейцам и народам Сибири, потому что мы, наконец, можем ответить на поставленный выше вопрос. Почему охотники и земледельцы существуют рядом, не заимствуя друг у друга полезных навыков труда и быта? Ответ напрашивается сам. Очевидно, некогда предки тех и других пережили периоды освоения ландшафта и видоизменили его по-разному. Потомки же, сохраняя созданный предками статус, влачат на себе наследие прошлых эпох в виде традиции, которую не умеют и не хотят сломать. И даже когда нашествие англосаксов грозило индейцам физическим истреблением, они мужественно отстаивали именно свой образ жизни, хотя, отбросив его, они имели все шансы смешаться с колонистами и не погибнуть. Этническая традиция оказалась сильнее даже инстинкта самосохранения. С другой стороны, ацтеки и другие индейцы Мексики, находившиеся в состоянии, которое мы выше охарактеризовали как творческое, не только пережили ужасный разгром, они нашли в себе силы, чтобы, ассимилировав часть завоевателей, создать новую народность, свергнуть испанское господство и основать Республику Мексику, где индейский элемент играет первую роль. Конечно, соратники Хуареса не были копией сподвижников Монтесумы, но еще меньше походили они на солдат Кортеса. Мексиканцы — молодой народ, этногенез которого проходил на глазах историков. Суммируя все наблюдения, приведенные выше, можно сказать, что этногенез, то есть творческое преображение этнических коллективов и сопутствующее ему антропогенное видоизменение ландшафтов, происходит на поверхности Земли то тут, то там, своего рода толчками, после чего следуют периоды затухающей инерции, переходящие в устойчивое состояние равновесия между этносами и окружающей географической средой. И вот мы подошли к цели нашего исследования — реальному принципу классификации антропогенных факторов ландшафтообразования. Оказывается, он лежит не на поверхности явления среди необразимого этнографического многообразия, а в глубине, разделяя состояние этноса. Это творческое, то есть динамическое состояние, инертное или историческое, и стабильное, то есть персистентное, при котором этнос входит в биоценоз. Эти состояния различаются между собой только способностью к сверхнапряжениям, причем в третьем варианте она близка к нулю. А теперь
Переведем наше обобщение на язык смежных научных дисциплин, причастных к исследуемой проблеме. В плане диалектического материализма момент творческой динамики этноса соответствует скачку при переходе количества в качество. В плане зоогеографии это антропогенная сукцессия, затухающая вследствие сопротивления среды. В плане геоморфологии это тектонические микроизменения, где этносы приравниваются к прочим природным факторам. Развалины городов можно рассматривать как метаморфизованный антропогенный рельеф. В плане генетики это микромутация, появление нового признака, который в процессе эволюции утрачивается. Передача его от поколения к поколению происходит не столько передачей генотипа, сколько посредством сигнальной наследственности, видоизменение которой легко увязывается с фактором отрицательного отбора. В плане истории культуры это возникновение и утрата традиции, явление зафиксированное, но не объясненное. Итак, с одной стороны, мы нащупали глобальную закономерность, проявления которой неоднократно фиксировались представителями смежных областей знания. С другой, нашли место этнологии в классификации географических дисциплин. Она располагается на стыке многих наук, как специальная область империосинтеза.